Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «События недели» в студии Натья Бендельяни. Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что в ближайшее время отчитается перед гражданами о проделанной работе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В четверг, 3 ноября, состоялась встреча президента с Советом старейшин. Как отмечает пресс-служба, Совет поддерживает курсы главы государства. Председатель Совета Аполлон Дума напомнил Аслану Бжания, что перед президентскими выборами он обещал отчитываться перед народом о проделанной работе. Бжания ответил, что сделает это в ближайшее время. На встрече также обсудили вопросы ликвидации последствий стихийных бедствий, ужесточения мер наказания за нарушение правил дорожного движения и важность воспитания подрастающего поколения на основе принципов и ценностей, имеющих тысячелетнюю историю. Завершились военно-спортивные соревнования для школьников АИАИРа, организованные совместными усилиями двух ведомств – Министерством просвещения и языковой политики и Министерством обороны Республики Абхазия. Об этом нашим коллегам рассказал военный инструктор галской команды. Ежегодные соревнования последние 2 года не проводили из-за ковида. Замечательно подготовилась команда из Сухума. Отлично себя проявила Гагра. Совсем немного ребятам не хватило для победы. Хочу отметить и команду из Гала. Заметно, что в этом году команда выступила значительно лучше, чем в предыдущие годы, отметил Тимур Квиквискири. Первое место заняла команда Сухума, второе – Гагры, а третье – Ткварчала. Команда из Гала заняла 5-е место. Всего в соревнованиях участвовало 8 команд из всех районов Абхазии и города Сухум. Команде Галского района были вручены грамоты за перетягивание каната – 2-е место, строевая подготовка – 2-е место, спасение боевого товарища – 3-е место. Командиром артиллерийской группы вооруженных сил Республики Абхазия была отмечена наша участница Астанда Бигвава в номинации «Лучший санитар». Министр просвещения и языковой политики Инал Габлия поблагодарил команду из Галского района и выразил надежду, что к следующим соревнованиям ребята будут подготовлены еще лучше, и пожелал всем участникам успехов. Академия наук Абхазии была создана в 1997 году постановлением Верховного Совета и указом президента республики. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил членов научного сообщества республики с 25-летием Академии наук, сообщает пресс-служба главы государства. Глава государства заметил, что Академия создавалась в сложнейший послевоенный период, но имела огромное значение для республики. Достижения наших ученых признаны не только в родной стране, но и за ее пределами. Благодаря вашей деятельности и научным трудам в мире знают и о богатом историко-культурном наследии нашей страны, знают правду о национально-освободительной борьбе нашего народа, о борьбе за независимость, говорится в сообщении. Президент отметил, что сегодня Академия наук представляет собой слаженную структуру научных учреждений и создала все условия для подготовки молодых ученых, работающих в самых разных направлениях. Он пожелал ученым новых научных свершений на благо Абхазии и удачи во всех начинаниях. Сегодня в Моковском соборе прошел совместный благотворительный концерт хора Сретенского монастыря и Государственной хоровой капеллы. Все собранные средства пойдут на реконструкцию храма. Ну а на этом у нас все. Встретимся ровно через неделю. До скорых встреч!